Итак, 10 глава, книга пророка Даниила, с 1 стиха, мы практически всю главу будем читать. На 3-й год правления Кира, царя Персии, Даниилу, называемому также Балтишацаром, было дано откровение. Сразу, снова хочу к этому вернуться. Уже 70 лет Даниил находится в плену. Вот к тому моменту, когда написано на 3-й год царя Кира, это говорит о том, что уже 4-й царь сменился, и 70 лет Даниил является пленником вавилонским. Если мы возьмем, к примеру, я хочу, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Если мы возьмем такое предположение, так как нигде это не написано, но сказано в самом начале книги Даниила, что Даниил был в юном возрасте отправлен в плен. Если мы возьмем за отправную точку 20 лет, то к этому времени Даниилу как минимум 90 лет. 90 лет. Я хочу, чтобы мы понимали, 70 лет он уже в плену находится. Пусть ему около 90 лет. Пойдет так? Его весть, дальше так написано. Ему было дано откровение, его весть истинная относится к Великой войне. Понимание вести было дано ему в видение. И он пишет от своего имени. В то время я, Даниил, скорбел в течение 3 недель. Я не ел вкусной пищи, мясо и вино не касались моих губ. И я не умощался благовонными маслами, пока не прошли 3 недели. На 24-й день 1-го месяца, когда я стоял на берегу великой реки Тигра, я поднял глаза и увидел, стоит некто в льняных одеждах и с поясом из уфасского золота. Его тело было как хризолит, лицо как молния, глаза как пламенеющие факелы, руки и ноги как отполированная бронза, а голос как шум от множества людей. Я, Даниил, был единственным, кто видел это видение. Люди, бывшие со мной, не видели его, но их охватил такой ужас, что они убежали и попрятались. Друзья, здесь описывается ситуация, когда в жизнь людей пришло Божие присутствие. Кто ревнует о том, чтобы в нашей жизни было больше присутствия Божьего? Мы же все хотим этого. Мы хотим, чтобы Божие присутствие это было что-то осязаемое, ощущаемое. И вообще, чем больше мы переживаем Божие присутствие, тем больше мы понимаем, что окружающий нас мир – это всего лишь пар, являющийся на короткое время. И самое глупое – это держаться за вещи этого мира. Самое глупое – это сегодня жить ценностями этого мира. Иисус называет, знаете, в одной из своих притч Иисус называет человека, который жил только планами мира или планами земными, он называет его глупцом, потому что он говорит, ты не знаешь, что в эту ночь придет твой последний час, придет твой последний вздох на этой земле. И все, что ты копил, все, что ты собирал, все, ради чего ты жил, это фикция, которая останется здесь, на земле, а твоя вечность будет совершенно в других местах. Знаете, друзья, так классно, когда мы сегодня переживаем присутствие Божие, потому что благодаря этому мы начинаем понимать ценности, и мы понимаем, что важное, что на первом месте, и к чему нам сегодня надо стремиться. Люди, которые отчуждены от этого Божьего присутствия, они сегодня живут только мирскими или земными, или вот этими маленькими целями, которые их окружают. Все, о чем они могут думать, это о тех вещах, которые могут потрогать их руки. А когда я соприкасаюсь с духовными вещами, я начинаю понимать, что духовное это гораздо больше. Духовное это гораздо важнее. И то, кто я там, и то, как там на меня смотрят, это гораздо важнее и гораздо ценнее. И вот дальше. Я хотел бы, чтобы вы просто представили эту историю, которую описывает Даниил. Он говорит, я остался один и смотрел на это великое видение. Во мне не осталось сил. Мое лицо смертельно побледнело, и я ослабел. Затем я услышал, как он говорит, и, слушая его, упал ничком в глубокий обморок. Но рука прикоснулась ко мне и поставила меня, дрожащего, на мои колени и на руки. Ребят, на мои колени и на руки. Знаете, когда я читаю это место Писания, я начинаю понимать, Господь, наше понимание присутствия Божьего немножко отличается от той реальности, которая здесь описывается.
И поведение, которое было у человека в присутствии Божьем, немножко отличается от сегодняшнего знания или от сегодняшнего взгляда настоящих верующих, что такое присутствие Божие. Я хотел бы дальше дочитать это местописание, потом вернуться. Он сказал: Даниил, ты тот, кто крепко любим, вникни в слова, которые я тебе скажу. И встань, потому что я послан сейчас к тебе. Когда он сказал мне это, я дрожа встал. Тогда он продолжил: не бойся, Даниил, с самого первого дня, когда ты решил обрести понимание и смирить себя перед твоим Богом, твои слова были услышаны, и по твоим словам пришел я. Но князь Персидского царства противостоял мне 21 день, и Михаил, один из великих князей, пришел мне на помощь. Я оставался там с царями Персии. А теперь я пришел, чтобы объяснить тебе то, что произойдет с твоим народом в будущем, потому что видение относится ко времени, которое еще лишь придет. Когда он говорил мне это, я припал лицом к земле и был безмолвен. Тогда тот, кто выглядел как человек, прикоснулся к моим губам. И я открыл рот и начал говорить. Я сказал тому, кто стоял передо мной: мой господин, от этого видения меня охватила такая скорбь, что во мне не осталось сил. Как же мне, твоему слуге, говорить с тобой, мой господин? Во мне нет сил, и я едва дышу. И снова тот, кто был похож на человека, прикоснулся ко мне и придал мне сил. Не бойся, тот, кто крепко любим, сказал он. Мир тебе, мужайся, мужайся. Когда он говорил со мной, я укрепился и сказал: говори, мой господин, потому что ты придал мне сил. Давай на этом остановимся. Друзья, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на то, что происходит. Он стоит у реки, он в посте уже 21 день. Мы о посте поговорим ближе к сентябрю, вернемся к этой теме поста. Сейчас не о посте. Он искал Бога. Его пост – это было выражение его нужды в Боге. Он хотел от Бога ответ. Он хотел Божьей славы, Божьего присутствия и Божьего понимания каких-то вещей, которые его волновали. И что происходит? Бог его посещает. Мы хотим, чтобы Бог нас посетил, но мы совершенно не понимаем, как нам себя вести в Божьем присутствии. И знаете, когда ты читаешь про этого человека, которого коснулось Божие присутствие, я начинаю ужасаться от того, что мы иногда, как мы себя ведем в тех местах, где мы стремимся к Божьему присутствию, я ужасаюсь от того, насколько мы не понимаем Бога, которому мы молимся. Насколько мы далеки от понимания того всемогущего, невероятного, хранящего эту землю в своих руках, создавшего небеса, моря и все, что нас наполняет. Мы не понимаем, какому Богу мы кланяемся. Наш земной разум иногда представляет какого-то Иисуса, мужика, с которым можно там за руку поздороваться, обняться, такое понебратство, и мы не понимаем, что это невероятный, всемогущий, сверхъестественный Бог, чье имя в ветхое время даже боялись говорить вслух. Тот, который делал невероятные чудеса по всему лицу земли на протяжении многих тысячелетий. Тот, который все это создал и продолжает это хранить в своих руках. Мы, не имея страха Божьего, приходя к Богу, мы просто не понимаем, к какому Богу мы кланяемся. Со мной недавно произошла совершенно потрясающая ситуация. Знаете, я был в одном из городов нашей страны, и мне довелось попасть в место, которое многие люди называют храмом. Я не любитель таких мест. И зачастую я начинаю думать, это просто форма. Это форма определенная, которая есть вот в этих скажем так, религиозных местах, а люди там далекие многие от Бога, они не рождены свыше, даже если они называют себя христианами. Я лично так думал и в большей мере продолжаю так думать. Я совершенно случайно проходил мимо одного из таких мест, где, называется местом поклонения людей. И я совершенно случайно, не желая этого, заглянул внутрь. И меня поразило. Меня поразила даже не атмосфера, которая там была в этом храме. Меня поразило то, что я там увидел. Там стояла женщина на коленях. Ее руки были подняты к небесам. Она стояла с закрытыми глазами. Она что-то шептала, и по лицу было видно, что она плачет
перед кем-то, кого я не вижу совершенно в этот самый момент. И знаете, что со мной произошло? Контраст. Буквально через несколько дней я попал в одну харизматическую церковь. И шло классное прославление. Знаете, вот такое вот, когда присутствие Божие разливается. Я увидел на рядах людей, они спасенные. Их жизнь, про них говорят, это обращенные люди. И когда шло поклонение, они с безразличным видом смотрели на то, что происходит вокруг них. Как будто бы они пришли на концерт Бекбарбиева, и они сидят и сожалеют, что слишком дорого заплатил за вот этот вот концерт, в котором ты совершенно других вещей ожидал. И знаете, я провел параллель, думаю, вот место, про которое мы говорим, что это как бы мертвая религия, там как бы чего-то, кого-то, куда-то. И там человек стоял пред Богом, поклонялся, плакал. Он не делал это перед какими-то изображениями. И тут вроде вот свободное место, место поклонения Богу и совершенно другая атмосфера. Я смотрел и наблюдал, как, например, женщины и мужчины сидят со скучающим видом. Они даже не поднимаются на свои ноги. Они даже не встают для того, чтобы просто почтить Бога. Я не говорю про таких людей, как дядя Коля, которым стоять, им нужно еще 2 палки для того, чтобы держаться за них, чтобы стоять. Это здоровые люди. Это люди, которым не перебили колени. Это люди, у которых ничего нигде не болит. Просто им настроения сегодня нет. Друзья, я хочу, чтобы мы вернулись к основам, к истокам вещей, которые сегодня важны. Сам Бог сегодня является центром нашей жизни и нашего спасения. И когда мы делаем какие-то вещи для Бога, есть что-то, на что Бог обращает обязательно внимание, что свидетельствует о том, что я поклоняюсь настоящему Богу, а не какой-то выдуманной персоне, которая на самом деле не существует. Есть страх Божий, о котором говорит Бог, когда мы ищем Его присутствие. И знаете, для нас чуждо, например, стоять на коленях, для нас чуждо лежать ниц пред Богом. Или как про Даниила написано, он дрожал, его тело находилось на четвереньках. Он выглядел совершенно по-идиотски, пророк Божий. Он стоял на четвереньках, он не мог открыть своего рта. Я думаю, все, что он мог делать, это трястись от страха и плакать от Божьего присутствия. Я хочу, чтобы мы вернулись сегодня к истокам, Бог, которому мы поклоняемся. Знаете, мы сегодня здесь собираемся не ради меня, не ради крутизны нашей церкви, не ради того, чтобы даже поприкалываться и весело поржать, хотя это классно. Бог не осуждает эти вещи, но мы собираемся сегодня ради святого. Мы здесь, потому что мы ищем Его лица, мы хотим Его славы, хотим Его самого. В книге Малахия есть одно место Писания. Когда мы говорим про книгу Малахия, многие сразу вспоминают, десятина сейчас будет говорить. 9. Нет, не десятина. 1 глава, книга Малахии. Я хочу, чтобы мы прочитали это место Писания. Сын почитает отца, а слуга своего господина. Если я отец, Бог задает вопрос. Он говорит, если я для вас отец, то где почтение ко мне? Если я для вас господин, то где ко мне уважение? Говорит вам, священники, бесчестящие мое имя, Господь сил. Вы говорите, чем мы бесчестим Твое имя? Вы кладете на мой жертвенник оскверненную пищу. Вы говорите, чем бы мы тебя осквернили? Вы считаете, что столом Господа можно пренебрегать, когда вы приносите в жертву слепых животных? Разве это не преступление? Когда вы приносите хромое и больное, разве это не преступление? Предложите-ка это своему правителю. Будет он тобой доволен, будет он к тебе благосклонен, говорит Господь сил. Молите Бога, чтобы Он нас помиловал за такие жертвы из ваших рук. Будет ли Он к вам благосклонен, говорит Господь сил. Запер бы лучше кто-либо из вас двери храма, чтобы вы не жгли напрасно на моем жертвеннике огня. Вы мне не угодны, говорит Господь сил, я не приму дар из ваших рук. Давай остановимся здесь. Друзья, это потрясающее место Писания для евреев. Это было сказано евреям. Они поклонялись Богу в храме, и они приносили туда жертвы.
И здесь Бог говорит даже не о жертве. Он говорит об отношении, которое евреи или Божий народ имел к Нему самому. Он говорит, вы те, кто не почитает меня. Знаете, что сегодня происходит, друзья? Мы сегодня с вами живем в век непочтения. Мы сегодня живем в быдлянских местах, в быдлянское время. Время, когда быдло царствует. И это быдлянство, оно везде. Время непочтения, время неуважения. Время, когда вот такая вот салаботина может матери что-нибудь сказать и говорить, может открыть свое хайло, показать зубы оттуда. Своей родительнице, которая там пашет, которая заботится, которая печется, своему отцу, может просто нахамить. Я думаю, вы это не встречали, конечно, но я как-то последнее время соприкасаюсь с этими вещами. Когда вот такие, знаете, вот салабоны. Просто он идет и он дерзит, и он думает, что в этом крутизна, что в этом суть, что через это он станет кем-то и каким-то крутым. Сегодня это борзотня, она везде. А знаете, эта борзотня рождается в наших семьях, когда у нас есть мать и отец, и они нам что-то говорят. Они нас просто о чем-то просят, и мы внутри своего сердца говорим, ой, что ты, мой старик, решил какую-то пластинку заезженную включить? Фигня все это. Ты сам себе с усами, ты сам себе умный. И вот ты растешь в этом состоянии. Друзья тебя подобные окружают, атмосфера тебя подобная окружает. И потом жизнь начинает нас лупить. Ага. А потом жизнь начинает нас лупить. А потом мы вспоминаем, когда мы приходим на могилу наших близких, там, отца, матери, и мы говорим, отец, а правду же ты говорил. Знаете, я сегодня не хочу далеко и глубоко углубляться в какие-то вещи. Сегодня у нас время интернета, время интернет-общения. Многие из нас, мы имеем там 1000 подписчиков, причем большинство из них мы даже не видели в глаза. Мы имеем на Фейсбуке друзей, с которыми, если мы встретимся на улице, мы даже не поздороваемся за руку. Сегодня какое-то дурное время. Время, когда, например, ты пишешь какому-то человеку сообщение, а он тебя просто на неделю может игнорить. Ему до тебя дела нет. Ты ему задаешь вопросы, ты понимаешь, что он тебя видит, он тебя слышит, он читает твои сообщения, а он просто тупо не отвечает. Это время непочтения друг к другу. Или я живу как-то в своем мире в каком-то. Знаете, сегодня время непочтения в чем? Например, в церкви ты говоришь людям, друзья, у нас собрание в 5 часов. И человек 4:30 просыпается дома, или там он от своих дел, от каких-то отрывается. Знаете, вообще Писание очень четко говорит, воскресный день, или день 7 в твоей жизни, он вообще тебе не принадлежит. Ну как же отдых, это же время отдыха. Вот это вот философия, которую кто-то раскачал, вот эти вот проповедники преуспевания, это время отдыха, время там с семьей провести. Это время поиска Бога. Это время, когда ты больше усилий, больше сил делаешь для того, чтобы встретиться с Богом. Это время, когда ты первое у тебя в списке, в твоей адженде для той девушки, у тебя стоит собрание. Чего я кого-то, знаете, иногда вот смотришь, и ты кого-то умоляешь, брат, ну приходи на воскресные собрания. Ой, ну не знаю. Посмотрим, что там будет. И ты с вылупленными глазами смотришь и говоришь, камон, Бог это говорит. В себя приходи. Это Бог требует от тебя почтения. Знаете, жертвы Ветхого Завета, о которых мы сейчас читали, это было связано с баранами. Вот ты принес барана, и баран твой должен был быть красивым. Не такой, например, вот человек Божий пошел и купил, да, какие-то вещи. И принес и говорит, кушайте. Это жертва, это вещи, за которые он что-то заплатил. А, к примеру, у меня дома растет, что он у нас тут? Персики, лысые их называют. Растет это тут дерево с лысыми персиками.
И попадали эти персики. Я думаю, блин, чем вот это вот пропадать будет, черви сейчас сожрут. Сейчас я соберу вот эту всю падалицу, отнесу этим бедным ребятам из прославления. Нехай жрут. Все равно выкидывать. Здесь то же самое Бог говорит. Вы приносите мне то, что за это вообще на мол-базаре вам копейку не дадут. Скажут, ты что позоришься? Одноногого барана продаешь, он сдохнет завтра. Слышите? Сегодня жертва – это не просто деньги, которые мы приносим. Хотя я просто умотался людям объяснять какие-то вещи. Эти деньги не мне. Эти деньги не я придумал. У вас в церкви пастор проповедует, деньги надо давать. Камон, чувак, это в Библии написано. Я бы с радостью сказал, не надо, потому что им мне бы легче было, меньше осуждения на своей шее бы переживал. Ну так Бог говорит, Он говорит, не сможешь получить божественное благословение, обойдя этот процесс даяния. Аминь, можете сказать? Аллилуйя! Я счастлив и рад. Но это одна из форм жертвы всего лишь. Это всего лишь одна форма жертвы. Но эта форма чаще всего показывает, нужна ли тебе эта церковь, нужен ли тебе этот Бог вообще. И по-настоящему ли ты считаешь, что Он является источником твоих благословений. Когда я даю десятины, Иисус сказал, там, где твое сокровище, там и сердце твое. Если в этой церкви мое сердце, вот этот ящик, любимый мой, спасибо, что стоишь. Хоть есть во что жертвовать, есть во что вкладываться. Передайте всем тем, кто там сам себе на уме. Он понимает по-своему. У него свое там какое-то небесное откровение. До свидули. Я не прикалываюсь. Я совершенно без всякого. Потому что, знаете, вот что у нас происходит? Мы сначала упрашиваем человека, стань верующим. Это тебе поможет, тебе Бог жену даст. У тебя будут там, как у Алины, эти бусы. И там еще чего-то будет у тебя. И то, и третье, и десятое. Он говорит, ну ладно, буду ходить на собрание. Потом ты его упрашиваешь, пожалуйста, перестань бухать, перестань блудить, перестань, там, я не знаю, там, материться уже в конце концов. И он такое тебе одолжение делает, ладно. Потом ты его упрашиваешь, еще какие-то вещи. И потом, знаете, когда у него что-то не получилось, ага, ты обещал, жена, то, все, где это все? Я могу подсказать некоторые собрания, где вообще слово «деньги» – это табу такое. Я просто… И курить можно, знаю такие собрания. Ребят, я ни над кем не надмеваюсь, поймите правильно. Но я хочу, чтобы место, где мы собираемся, было место почтения Бога Всемогущего. Чтобы это было место, где мы сегодня трепетно относимся к тому, которого мы ищем. Не так, сквозь там, я не знаю… Или там смотрим, что-то в соцсетях, в то время, пока Денис проповедует. Или в игры, в танки играем, я не знаю, я, конечно, старый, в танки уже никто не играет из молодежи. Скажи, как называются? Ты играешь? Завязывай, чувак. На собрание приходишь и говоришь, выключите, пожалуйста, телефоны. Умоляю вас, да хорош умолять. Просто вот поставить несколько соглядатаев в церкви. Так, что там в телефоне у тебя? Ага, соцсети. Взял телефон, куда-нибудь его выкинул. Здесь место почтения Бога. А как по-другому? Друзья, знаете, борьба вот эта вот идет. Перестань опаздывать. Перестань на собрании разговаривать. Перестань то. Перестань вот. Да хорош. Это вообще не место, где ты в соцсетях находишься. Если ты пришел слушать Слово Божие, отнесись к нему как к Слову Божьему. Не к выдумке Дениса, не к мифам, которыми Денис делится. Алло, слышите меня, друзья? Как бы это жестко ни звучало, я хочу, чтобы мы понимали, кто центр всего. Если тебя сегодня посол Америки пригласил на собеседование, и ты нуждаешься в визе, хочешь с Дашкой увидеться, и он сказал в 11, чтобы был. Во сколько ты придешь? 10:30. И я помню, я в Америку визу получал.
Ни свет, ни заря, трясусь, думаю, Господи, пожалуйста, дай благоволение, чтоб дали, чтоб разрешили. И ты там как штык уже минут за 20, за 30 сидишь. И попробуй опоздать на 10 минут к этому какому-то послу, который сегодня жив, завтра мертв, и от него пахнуть плохо начнет. Это не к Богу ты пришел, это посол всего лишь. Дядька или тетка, которая просто человек. А Бог, ой, что ты там? Мне их прославление, не заходит. Я там чуть попозже приду. Найди место, где будет заходить тогда. Алло. Найди тогда такое место, подойди ко мне, я посоветую. In the name of Jesus. Я не прикалываюсь сегодня, знаете, просто сегодня важно, чтобы мы понимали, кому мы кланяемся и что за этим стоит. Когда мы говорим о жертве сегодняшней, это поклонение, это время нашего служения, это наше братолюбие друг к другу, это наше, как называется хорошее библейское слово, когда гостей приглашаешь? Пусть гостеприимство будет. Это время, это странно приимство, да, в синодальном переводе. Это время нашего общения друг с другом, это все жертва. И это все чего-то стоит, друзья. Если мне сегодня вот это ничего не стоит, я собрал падалицу у себя дома. И я думаю, нате, Алина, жрите, все равно выкидывать. Я иногда прикалываюсь, к нам гости, когда приходят, у нас что-нибудь хорошее стоит в холодильнике, я вытаскиваю, говорю, да вот торт стоит или мясо стоит, кушайте, а то все равно выкидывать. Это прикол. Но некоторые так себя и ведут с Богом. Приду, ладно. На собрание. Ладно, там, в воскресенье появлюсь. Ладно, я ж там проповеди слушаю в Телеграме. Ладно, такое одолжение. Ладно, я прощу. Ладно, я начну там с кем-то разговаривать. Ладно, я там блудить перестану. Ладно. Ты что, мне одолжение делаешь? Мне вообще до твоей жизни, в Германии говорят, игаль. Вообще все равно, это твоя жизнь, это твой выбор. Я не могу здорового мужика, который в 2 раза старше меня, заставить делать какие-то вещи. Вообще не могу, да и не хочу, надоело. Знаете, когда мы говорим о жертве, я хочу одно местописание прочитать. Это вообще шикарное местописание, связанное с жертвой. Это наши деньги, это наше поклонение Богу, это наше служение Богу, это наше гостеприимство, общительность, это наше, знаете, вот отношение к телу Христа. Оно должно чего-то нам стоить. Если то, что ты называешь жертвой, или то, что я называю жертвой, оно мне ничего не стоит, это не жертва. Давайте прочтем 2 Паралипоменон. Я вообще люблю это местописание. 2 Паралипоменон, какая там, 21 глава. 1 Паралипоменон, извините. 1 Паралипоменон, 21 глава. Сумасшедшая история. Давид по тупости своей, по-другому это не назвать, решил пересчитать народ, перепись устроил для своей славы, показать, какое я крутой, я создал государство. Хотя этот парень долгое время был в гонениях. Знаете, чем больше нас сегодня унижают, оскорбляют, отвергают, тем больше зачастую у нас есть желание доказать этим людям. Ага. Теперь ты видишь, кто я? Я помню, когда я уверовал, а меня до моего уверования друзья отвергли, там, мы с ними подрались, точнее, меня избили. И я помню, я такой на машине, у меня, знаете, там шелковая рубашка, там, я такой еду по своему району, думаю, где же вы, где? Посмотрите, кем я стал. Ужас, моя жена говорит. Зато я сегодня честно могу сказать, да, ужас, но это все было из-за того, что меня гнали. Этот чувак, его тоже гнали, потом он решил всем показать, каков он, чижик, чего он добился. И он пересчитал, а Бог говорит, ой-ой-ой, с чего это ты мой народ считаешь? Ты вообще к нему отношения в этом смысле не имеешь. Это не твои дети, которых ты считать должен. И наказание пришло. И наказание было весьма страшное. И вот здесь, для того, чтобы это наказание остановить, Давид взмолился к Богу. Ему явился ангел и сказал ему о том, что ему нужно идти к одному мужчине, которого Орна зовут, и купить у него
землю с сараем, который там стоял. И вот написано, Давид, он царь, пришел к Орне. И когда Орна посмотрел и увидел Давида, ребят, этот Давид пришел. Это царь. Он вышел из своего гумна и поклонился Давиду до земли. До земли я добавил. Коснувшись лицом земли, да. Давид сказал ему, отдай мне свое гумно, я построю на его месте жертвенник Господу, чтобы прекратился мор среди народа. Продай его мне за полную цену. И вот смотрите, что говорит ему Орна. Мы бы сказали, благословенный брат за пробуждение стоит сегодня. Побольше бы таких братьев в церкви. Да, я за то, чтобы побольше бы таких братьев. Но он говорит, бери его. Давид говорит, продай. Он говорит, так отдам, бери. Пусть господин мой царь делает то, что ему угодно с этим куском земли. Вот я отдаю валов даже для всесожжения, молотильную доску на дрова, пшеницу для хлебного приношения. Я отдаю все это. Но царь Давид ответил Орне. 24 стих, друзья, 1 Паралипоменон, 21 глава, 24 стих. Если возможно, где-нибудь записать, запомнить, сделать это девизом своей жизни, запишите, пожалуйста. Здесь царь говорит потрясающие слова. Он говорит, нет, я заплачу тебе полную цену. Давай дальше, Слав. Я не возьму для Господа того, что принадлежит тебе, и не стану, послушайте, что он говорит, не стану приносить всесожжения, которое мне ничего не стоило. Давид заплатил Орне 600 шекелей золота за это место. 600 шекелей золота, 7 килограмм. Я примерно посмотрел по действующим биржевым курсам золота. Это примерно 400 тысяч долларов. На сегодняшние деньги. Всего лишь. Кусок земли. Здесь потрясающие слова. Он говорит это вслух, и он говорит, я заплачу тебе полную цену, потому что жертва – это когда тебе это чего-то стоит. Знаете, жертва – это когда в воскресенье ты просыпаешься, а у тебя все болит. И у тебя прям, знаешь, такое искушение сказать, жена, иди, пожалуйста, сама на собрание, я не могу ничего. У меня здесь, там, тут, я еле-еле хожу. Давай-ка сами без меня, я отлежусь этот день. Но ты понимаешь, что Бог призывает тебя для каких-то вещей. Ты понимаешь, что вопреки тому чувству или переживанию, которое ты имеешь, тебе надо это пойти и делать. Жертва – это когда, может быть, я сейчас сижу на стуле на своем, и в прославлении начинается первая нота, и все поднимаются на свои ноги, и ты понимаешь, что-то я себя так плохо чувствую, у меня этот синдром постковидный, я там весь изможденный, можно я как-то сидя, а лучше лежа, попоклоняюсь сегодня Господу. Жертва – это когда тебе это чего-то стоит. Ящик у них стоит. Да вот, я вот думал на такси проехать сегодня 120 сомов. Да ладно, так уж и быть, пешком дойду не так далеко. 120 сомов пожертвую. Найн. Знаете, иногда мы в кабаках, извините, в ресторане сидим или в каком-то месте сидим, и нам приходит, например, счет за это место. Мы там, не знаю, покушали хорошо, время провели в общении. И потом приходят там чаевые, например, там 10-15%. Сейчас как за здорово живешь, 10-15%. Это уходит там за обслуживание за твое. И мы платим спокойно там 300, 200, 500 сомов. А когда дело касается пожертвовать соточку, когда отдашь 100 сомов? Когда я за тебя там за легенду заплатил? А-бара! Ты красавчик. Но это не жертва. Друзья, знаете, жертва это всегда, когда она нам чего-то будет стоить. Я сегодня хочу, чтобы мы вырвались из этого сумасшедшего мира неуважения. Мы не уважаем друг друга. Мы иногда, знаете, вот я сталкивался с ситуациями, ты пригласишь человека куда-то, пообщаться с ним, ты хочешь с ним время провести, и этот человек со своим телефоном туда приходит. И ты его просишь, пожалуйста, давай поговорим, давай пообщаемся. Найн. У него важные сообщения. Конечно, ему там президент Узбекистана пишет.
Конечно, он сейчас решает вопросы по поводу там количества воды в Токтагульской ГЭС. Конечно, сейчас просто вот не взяв телефон или не ответив на вот этот звонок, там просто перевернется что-то где-то. И ты вроде бы общаешься с этим человеком, а ты понимаешь, а он с тобой не общается. У него нет почтения и уважения к твоему времени, к тому, что ты пришел с ним это время провести. Знаете, друзья, сегодня с нами вот это вот, я за то, чтобы мы становились более технологичными, я за то, чтобы мы становились более продвинутыми в различных современных технологиях, но я против вот этого состояния, которое мы имеем друг к другу, иногда не замечая. Когда мы просто можем кого-то без слов заблокировать, просто потому что этот человек сказал какие-то вещи, на которые нужно что-то ответить, а ты не хочешь ничего отвечать, тупо взял, заблокировал, а пусть не лезет ко мне больше. Вы слышите, о чем я говорю? Я хотел бы, чтобы мы вернулись к настоящим божественным истокам. На самом деле с этого начинается смирение. Когда мы не понимаем, кто центр Вселенной, когда мы не понимаем сущность этого всемогущего Бога, когда Он для нас какой-то вот понебратский мужик, с которым ты там разговариваешь, как с Дед Морозом, просто просишь, и не важно, что Он от тебя ожидает. Иногда, когда людям говоришь, что вот ты просишь что-то у Бога есть условия, надо прощать. Да что ты мне заладил прощать? У меня свое понимание есть по поводу этого. Ты начинаешь говорить, там надо давать. Ой, что ты мне заладил? Давать. И люди, они пренебрегают не моими истинами, не тем, что я говорю, а тем, что говорит Писание. Друзья, знаете, это большая тема почтения к Богу, это большая тема почтения друг к другу. Но это те вещи, которые мы должны, должны, я не побоюсь этого слова, должны научиться культивировать в наших семьях. Младшие уважают старших, старшие почитают, в том числе младших. Знаете, вообще Библия говорит, там, мужья, чтобы любили своих жен, жены, чтобы уважали своих мужей. Но там написано, чтобы все это делали по смиренномудрию, чтобы отношение было соответственное друг к другу. В первом послании Петра, во 2 главе там написано так, чтобы мы всех людей уважали, или здесь написано в новом переводе, оказывайте всем уважение. Всем. У меня была такая ситуация в жизни, когда, как мне казалось, меня некоторые близкие люди предали, начали распространять про меня фейковую информацию, то есть лживые совершенно вещи. Это называется клевета и поношение. Этот человек как будто бы зацепился за что-то, что-то ему не понравилось во мне, и он начал искать против меня компромат, начал рассказывать всякую ерунду. И я его как-то раз встретил, ему сказал, знаешь, брат, я не желаю тебе, чтобы в твоей жизни были такие же люди, как ты в моей, которые говорят ложь и распространяют клевету. И он так замялся, ему стало неловко, неудобно. И потом мы уехали, мы жили в другой стране. И знаете, я вернулся. И была такая интересная ситуация, что Алине по ее службе, как по долгу ее работы или службы, ей пришлось пересечься с этим человеком. А я всем говорил, в этом городе есть несколько людей, которых я не уважаю. Я с ними не сяду там за один стол. И вот этот человек ко мне в дом попал. И я там где-то спрятался сначала, думаю, да я не выйду даже, я не собираюсь с ним там за руку здороваться, я не собираюсь вообще с ним ничего общего иметь. Я его не уважаю. И в один день я читаю это место Писания. И Бог говорит мне не о нем, а о моем сердце. Знаете, мы так часто попадаем легко в это состояние, мы кому-то что-то доказываем, кого-то мы пытаемся наказать, кого-то мы пытаемся, не знаю, там, у меня друг был, да, он, например, на дорогах подрезал постоянно кого-то. Мы такие интересные ребята, мы мстим кому-то, мы там кого-то упереть пытаемся в чем-то. Господь говорит, чтобы мы с уважением относились друг к другу. С уважением это когда ты просто забывая, пусть даже этот человек не покаялся в этих своих старых грехах, ты не собираешься ему мстить, и ты относишься к нему как к Божьему творению. Продолжаешь относиться к нему как к Божьему творению. И это иногда непросто. Там написано, братство, любите, бойтесь Бога и почитайте императора. Стоп, бойтесь Бога. В Новом Завете, что ли, это есть? Да. Бог продолжает быть Богом.
Это не просто мужичок с флейтой, который там пасет своих овец и говорит: за мной, братва, я вам сейчас пастбище зеленые покажу, я там с дудочкой, там, как этот, чабан. Это Бог. Когда я прихожу сюда в 5, я прихожу к Богу, поэтому я не опаздываю. Когда у меня все болит, мне трудно, мне плохо, я поднимаюсь ради Бога. Когда здесь поклонение, я закрываю глаза, становлюсь на колени. Не для кого-то, для Бога. Я ищу Его присутствие. Когда я слышу Его драгоценное, священное Слово, я с Ним не стараюсь перепираться с этим Словом, хотя были и такие периоды в моей жизни. Но я начинаю искать из этого Слова зерно, начинаю искать инструкцию, что мне делать и как мне поступать, чтобы Богу таким образом угодить. Он все еще Бог, которого надо бояться. Еще больше скажу, послание евреям говорит, это Бог, это пламя поедающее, и страшно вообще впасть в руки такого Бога. Сегодня это не модно стало говорить в современной церкви Божией, но это все еще истина. И это все еще то, чего Бог ожидает от нас, почтение к Нему, как к своему Отцу или как к своему Господину, как тому, который владеет нашей собственной жизнью. Друзья, я хочу призвать сегодня нас к размышлению над нашей собственной жизнью. Не надо нам думать, как там дядя Коля почитает Бога, или как там тот почитает Бога, или этот. Давайте мы подумаем сегодня, а какое почтение есть в моем сердце к Богу, к людям, которые меня окружают, какое уважение я выказываю. Знаете, есть например, фигуры в нашей жизни, фигуры отца и матери, к примеру. Это люди, которые просто без всяких заслуживаний достойны нашего уважения. Это фигура, которую ты не просто хочешь, не хочешь, ты обязан уважать. И относиться уважительно к этому человеку, как к самому драгоценному Божьему созданию. Я детям своим объясняю, когда у них начинается, они там фыркают, там. Я объясняю. Хочешь долгой, прекрасной жизни? Вот я, вот она. Если ты не будешь правильно относиться к этим двум персонам, ты будешь иметь беды всю свою жизнь. И жизнь тебя будет колбасить, и жизнь тебя будет наказывать. Пусть, может быть, ты не согласен в каких-то вещах. Пусть, может быть, тебе кажется, что ты по-другому мог бы, что старики твои загибают. Начнешь жизнь сам отдельно от стариков. И всем покажешь. Красавчик, докажешь. Однажды мне один служитель Божий сказал, я ему жаловался, мы какое-то время жили с бабушкой. Через эту бабушку в нашу жизнь пришло очень много благословений, просто невероятное количество. Как финансовых благословений, мы недавно ехали, вспоминали, и думаем, надо же, у нас были маленькие дети, мы все это время служили, куда-то ездили, у нас столько было возможности как-то активно трудиться для Царства Божьего. Как это было возможно вообще? И мы вспомнили, эта бабушка все это время нас благословляла, она занималась нашими детьми. Может быть, это был перегиб в чем-то. Сегодня, может быть, мы по-другому бы сделали, но так получилось. Я вам просто напоследок историю расскажу. Я как-то с одним братом, это был мой духовный наставник, он сегодня в небесах живет, слава Богу за этого человека, Вячеслав Крохолев. Я никогда не забуду, буду вспоминать и благодарить Бога за этого человека. Я как-то с ним общался, я говорю, знаешь, Слава, меня моя бабушка называет хохлом, иногда вредным хохлом. Она каждый раз мою нацию так теребонит. А он говорит, а почему? Я говорю, да не знаю, я там что-то хочу сделать всегда в доме, что-то перестроить, построить. Она говорит, хохол, не убери руки свои, не трогай это мое все. Я говорю, такая бабка у нас постоянно лезет, там то, она сё. Я там жаловался, знаете, вот прям жаловался. Я думал, он поддержит меня, он скажет, ой, Денис, понимаю, с этими русскими жить. Да. Я прям все включил клавиши правильные. И то, что национализм меня тут по 5-й графе притесняют. А он говорит, знаешь что, проблема какая? Я прям какая? Потому что у тебя неуважение к ней. Я говорю, да хорош. Я так не сказал, я же уважал этого наставника Божьего, я не имел права даже так сказать, хорош.
Я сказал, да нет, Слав, я ее уважаю. Он говорит, а давай проверим. Он пример, вот знаете, вот он мне сказал такой пример. Дети, слышите меня, кто живет сегодня с родителями? Он сказал, если ты чем-то занят дома, ты там читаешь Писание, ты там с женой там чего-то, там у вас романтичное время, и приходит бабушка и говорит, Денис, вон ту банку мне с крыши достань. Че, бабушка, прямо сейчас? Да, прямо сейчас без этой банки сдохну, умру. Мы же иногда такие, ой, ладно, достану. И я такой же был. Достану, бабуля, достану. Проходит весна, проходит лето, проходит осень. Она опять про эту банку вспомнила. Блин, помнит. Он говорит, если ты сразу не поднял тельце свое, если ты сразу не пошел делать то, что она тебя попросила, это называется неуважение. Знаете, когда нам Бог дает какие-то наставления или слова, Он говорит, Артур, иди сейчас и кому-то проповедуй. Ой, Господь, что-то я сейчас как бы не камильфо, у меня у меня вообще сейчас стрелка с молодежью, да, будет? Туса, еда. Мы же перед Богом 100 тысяч оправданий рассказываем. И мы говорим, не, в следующий раз, а следующего раза не будет. В следующий раз Бог найдет другого человека, которому Он скажет, он возьмет и сразу пойдет. И вот Он мне говорит, у тебя неуважение к ней, ты ее не почитаешь. Я говорю, почему? Потому что ты сразу не соскочил, не оставил все и не пошел сделать то, что она тебя попросила. Вау! У меня в мозгах бомба взорвалась. И Он говорит, с этого самого дня сидишь, ты что-то делаешь. Вот она просто сказала, Денис, или там, Хахол, иди сюда. Она иногда так, знаете, вот говорила, Денисик. И я понимал, сейчас что-то будет. Иди сюда. И она мне говорила, вот это сделай. С того самого дня я стал просто все оставляя сразу. Делать то, что она мне сказала. Мы умерли. Она умерла. Да. Мы умерли, мы встретимся с ней на небесах, слава Богу. Она была спасена. Но знаете, суть в чем была? С последующими годами этот человек совершенно изменил ко мне отношение. Совершенно, категорически. Ее отношение было вот прямо противоположным тому, с чего мы начинали. Когда моя жена сказала о том, что она выходит замуж за меня, бабушка долго за ней бегала с тапком. Она для нее и отцом, и матерью была бабушка. И она говорила, за этого хохла ни в коем случае, дура ты последняя. Там ее как только не пыталась вразуметь этим тапком. Потом, когда она умирала, все свое имущество, у нее была квартира в Екатеринбурге, у нее был дом здесь в Бишкеке, она все переписала на меня. Ее карточкой пенсионной она получала, на минуточку, $800, так как она была ветеран войны. $800 пенсия ежемесячная была. А этой карточкой, знаете, у кого она была всегда? Она была у того самого бывшего мерзкого хохла, у любимого внука. Она, знаете, она искренне называла меня внуком. Мы устраивали ей праздники на 9 мая. Это был человек, через которого мы видели столько Божьих благословений. И все, чем она владела практически, во всяком случае, последнее имущество, она не на внучку переписала, на этого хохла. Я был в шоке, знаете, когда мы ее хоронили, я вспоминал все эти ситуации, я думал, Господи, куда бы мы пришли, если бы я не изменил свое отношение, вот это быдлянское, неуважительное отношение к этому старому человеку. Если бы я так и продолжал ее динамить, если бы я продолжал так вот, знаете, вот ее просто игнорить, вот модные слова сегодняшние. Где бы мы оказались? Мы бы расстались с совершеннейшими врагами, и не факт, что она спаслась бы когда-либо. Потому что иногда наше отношение, наше сердце, оно что-то меняет в сердце другого человека. Давайте мы сегодня помолимся. Пусть любая сфера нашей жизни, может быть, это отношения с родителями, может быть, это отношения со служителями. Друзья, поймите правильно, я не требую к себе какого-то вот там невероятного отношения. Называйте меня там Денис Викторович. Все, я теперь Денис Байкей, 2 руками, чтобы Артур здоровался, а он так и делает. Знаете, мы какие-то иногда странные, мы требуем к себе вещей, о которых Бог нам говорит, чтобы мы к другим это проявляли. Люби меня, жена. Да Бог говорит, Денис, ты ее люби, ты, с тебя все начинается.
Хочу, чтобы ты меня почитала. С тебя, дорогой, прекрасный хохол, все начинается. Пусть это уважение, оно сегодня будет. Знаете, мы интересные такие люди. Я в одном месте проповедовал о почтении и уважении к власть имеющим. Я такого урагана, бунта, столько в свой адрес не слышал давно. Такой фидбэк, да, дайте мне фидбэк. А там фидбэк прилетает, баран тупой, ты не понимаешь, у нас там не президент, а скотина, сдох бы он там. И ты думаешь, верующие это говорят? Верующие это говорят. Понимаете, такой уровень непочтения. Мы сидим, мы разглагольствуем, и нам кажется, что у нас столько ума, мы там такие крутые, мы там такие сякие. Ага. Как только в шкуре маленького начальника оказываешься и понимаешь, что оказывается это так трудно и сложно, когда у тебя куча буйных сотрудников. И ты понимаешь того или вон того, и у тебя рот перестает говорить про этих людей чего-либо. Я боюсь, вот поверьте мне, я боюсь. Пожалуйста, не надо мне приводить таких людей и говорить, вот я нашел, там где-то там подобрал человека, который там в 5 церквях был. И эти люди приходят и говорят, я был в 5 церквях. Один вот такой, другой вот такой, третий вот такой, четвертый вот такой, пятый вот такой. 5 козлов. Он тебе рассказывает, какие они все козлы, эти служители. И ты думаешь, сейчас он походит здесь на собрание, 6-м будешь ты. Потому что этот человек так и не научился по уважению, к почтению к тем людям, которые ему служат. А так и происходит. И потом эти люди уходят и говорят, да, были мы там.